Кто тут у нас? Что, заблудился? Кабинет первошей на втором этаже. Давай, здесь. Теркин, встань. Я должна твоим воспитанием снова заниматься. Каждый день одно и то же. Серьезно? Не надоело? А мне надоело. Неси сюда телефон. Успокойся, тебе совсем учителя не жалко? Она же тоже человек. Да отстань от меня! Журкин, ты же сказал, что такое больше не повторится. Почему ты не учишься на своих ошибках? Что звезда? А кто это? Опять ты? Я тебя даже заметил. Пацаны, хорош. Чего вы? Перебарщиваете меня? Чего вы шпыняете? Что, пообщаться с ними нельзя? Спокойно. Ты вообще забываешь про мое присутствие? Ты же знаешь, что надо было заступиться. О, привет, Амир. Че, как дела? Ну, нормально. Я знаю одно местечко, там, где ты и сил наберешься, и уважение тоже будет. Вот, че, пойдешь? Я подумаю. Хорошо. Все, мальчики, терпение мое лопнуло. Я сегодня же позвоню вашим родителям. Алло, у нас все отлично, у вас как? Потом? Да вы что? Я с ним поговорю. Ага, все. Сынок, как дела в школе? Нормально. Давай поговорим. Мне Алексия Валерьевна звонила. Говорят, что ты себя плохо ведешь. Что случилось? Ты у меня хоть не такой уж отличник, но добрый мальчик. А она говорит... Да мне все равно, мам, все равно. Понимаешь, что она там говорит? Я устал. Алло. Да, здравствуйте, это я. Серьезно? Хорошо, я с ним поговорю. До свидания. Эльнар, иди сюда. Как оценки, Эльнар? Бесполезный вопрос, я думаю. Ты мне в дневнике ничего хорошего никогда не приносил. Еще и твоя классная звонила. Кулаками ты размахиваешь. Когда это прекратится? Скажи мне. Твой друг вон Рахат. Стабильная учеба. Спортом занимается, родителям помогает. А ты что? Никуда не вылезешь из дома, пока собой не займешься. С этим справиться не можешь. Еще и этот растет, буквально точно такой же. Вообще что ли на него наплевать? Я не могу справиться. Да ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Что сидишь? Да вот, думаю. О чем думаешь? На себя не кладов. Да и сам не видишь, что я делаю. Знаешь, твоя мама тебе такую поддержку дает, а ты этого даже не ценишь. Давай. Ты понял? Да, понял.
Так в чем же вывод? Конечно, воспитание всегда начинается с семьи, и то, какая обстановка будет дома, отражается на том, как ребенок ведет себя в обществе. Но даже в самой понимающей семье могут быть дети, которые не ценят поддержку родителей. Это же может работать и наоборот. Цените своих родителей, а родители, пожалуйста, постарайтесь понять своих детей. Развивайтесь, умейте учиться на своих ошибках. Иначе совесть вас накажет. Ведь она наш лишь судья. Она важная составляющая взросления и развития личности. Совесть регулирует поведение человека, подсказывает нам, что мы должны исправить в своих поступках и дает нам шанс исправиться.